Добрый вечер. На ТНВ Новости в студии Альбина Асылгараева. И вот о чем расскажем сегодня. До 3000 тонн топлива каждые сутки. И вообще для страны это очень положительно. Как запускали производство автобензинов на Танека. Репортажи Анны Городновой. Лицом к лицу. Батер это батер. Да, батер бывает один. О чем Рустам Минниханов говорил с Владимиром Путиным, расскажет Дмитрий Аринин. Агро становится техно. От механизатора требуется задать ширину захвата агрегата. Какие виды техники ждать в полях в этом году и чем еще отметится агропромышленный комплекс республики? С коллегией аграриев Рамиль Шайдуллин. Хорошее настроение или троллинг? В Казани накануне завершился визит Владимира Путина. Программа была насыщенной. До поздней ночи президент проводил встречи, вырабатывал решения по сложным вопросам, таким как общественное пространство, долевое строительство, ставки по соципотеке, мусорная реформа. Но самым обсуждаемым в соцсетях стали не эти важные для населения вопросы, а два фрагмента выступления президента, которые назвали троллингом. Рустам Нургалиевич, не отвлекайся. Что ты? Не слушает нас. Практика хорошая. Потом народный контроль. Передай, пожалуйста, ладно? Не нужно. Не будем ставить руководителя республики в сложное положение. Он не слышал, о чем я говорю. Хочу предоставить слово Рустаму Нургалиевичу Минниханову, руководителю рабочей группы Моссовета. Прошу вас. Он взял и ушел куда-то. Куда пошел? Реакция комментаторов в сети была разной. А вот для тех, кто не может разобраться, что означает троллинг, телеграм-канал Политбюро объясняет. Путин крайне редко публично обращается на «ты» к близким к нему по возрасту людям. Последний раз это было по отношению к близкому другу президента Алексею Кудрину. Поэтому, конечно же, Путин демонстрировал высокий уровень расположения к Минниханову. И практически в подтверждение этому пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил шутливые замечания. Цитата. «Это тот случай, когда СМИ, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово». Действительно, между Путиным и Миннихановым очень доверительные отношения. Он ценит то, как ведется работа в Татарстане. Большим событием для экономики республики и страны в целом Владимир Путин назвал запуск нового производства автобензинов на Танека. Старт накануне дал президент страны. Ежесуточно планируется выпускать до 3000 тонн топлива стандарта Евро-5. О стратегическом проекте Анна Городнова. Ребята, поехали! Поздравляю вас. Вот так под аплодисменты из Иннополиса по видеосвязи запускают производство бензинов в Нижнекамске. За стартом с волнением наблюдают проектировщики, строители, инженеры, все те, кто принимал участие в строительстве. Теперь из Татарстана эшелонами каждый день будут уходить 92-й, 95-й, 98-й и АИ-100. Отгрузка началась на полную мощность. Стоимость проекта свыше 19 миллиардов рублей. Это самый современный завод, где бензины 93-95 производятся без каких-либо добавок. Вы сейчас показали картинку в режиме онлайн. Выглядит она фантастически. Это хорошее, большое событие в экономической жизни республики. Да и вообще для страны это очень положительно. Результат работы, инвестиции приличные, скромно говоря. Но на самом деле то, что компания развивается такими темпами, это не может не радовать. Вот так же год назад президент Владимир Путин запускал новые установки на Танека. За это время построен целый ряд современных производств. Переработано 60 миллионов тонн нефти. Достигнута самая высокая в России глубина переработки – 99%. В ассортименте 20 видов высококачественной продукции. Это и дизельное топливо, Евро-5, авиационный керосин, базовые масла, автобензины. Гендиректор Татнефти назвал запуск нового производства трудовой победой. Мощность завода сегодня 1,1 миллиона тонн. Вот мы здесь с коллегами говорили, предварительные результаты. Думаем, что до 1,2, 1,3 мы его обязательно разгоним. Инвестиции, как Рустам Нургалиевич сказал, уже более 19 миллиардов рублей.
ежесуточно планируется выпускать более 3000 тонн автобензина. Запуск завода бензинов – это и новые рабочие места. Численность персонала сейчас более 3500 человек, а в пиковые периоды на комплексе трудились до 10 тысяч строителей из 20 регионов страны. И это еще не предел. Президенту рассказали о грандиозных планах. Уже в этом году здесь запустят новую установку, ввод которой позволит удвоить мощности переработки до 15 миллионов тонн в год. Доля несырьевого экспорта уже существенно выросла. Акцент на переработанное сырье. Данный показатель в республике планируют довести до 23 миллионов тонн. Мы с государственного уровня, с федерального уровня системно поддерживаем компанию «Татнефть». Именно эта адресная поддержка обусловлена особенностями вашей ресурсной базы. И мне очень приятно отметить, что эта поддержка, что называется, адресная, но очень оказалась эффективной. В том числе, а может быть в первую очередь, благодаря вашей работе. Кроме того, принято решение о строительстве нефтегазохимических мощностей по выпуску инженерных пластиков и другой нефтехимической продукции, которые раньше в России не производились. Анна Городова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Иннополис, Нижнекамск. Рустам Минниханов пригласил Владимира Путина на церемонию открытия WorldSkills, а президент Турции может приехать на открытие отеля в здании Шамовской больницы. Об этом и еще многом другом Рустам Минниханов и Владимир Путин поговорили накануне вечером в ходе двусторонней встречи. Какие решения и предложения обсудили, Дмитрий Аринин. Время позднее, настроение у президентов бодрое, показатели Татарстана, о которых рассказал Рустам Минниханов, позитивные. Экономика выросла на 2%, валовой региональный продукт составил почти 2,5 триллиона рублей. Знаете, что в нашем Красноярске существенно выросла доля высырьевого. Да, мы за счет переработки, вы видите, что и мы, если у нас переработка была 7 миллионов тонн нефти, сегодня уже мы на 17 вышли, и еще вот 6 миллионов спустим, это где-то 23 миллиона тонн. За 6% подросла доля обрабатывающего сектора. Да, это тоже хорошее. Это и наш КАМАЗ, и вертолетный, и авиационный завод. Следующее, конечно, вот МиГ-38 тоже. МиГ-38 уже есть, он уже получил сертификаты, хорошо сейчас находит рынок ансат. Такой рост экономики позволяет запускать в Татарстане множество социальных программ. В прошлом году их было 38, в этом 40. С этого года займутся обновлением детских оздоровительных лагерей. В плане 94 объекта. Очень большой проект запускаем трехлетний по ремонту детских летних оздоровительных лагерей. Мы ее оцениваем 7,5 миллиардов. Как пример преображения объектов Рустам Минниханов презентовал Владимиру Путину обновленный центр дзюдо «Батыр». Отреставрировали, построили центр дзюдо. Очень хороший. Да, мы считаем, что этот объект, он очень востребованный был. Он был борцовый, мы его специализировали по задаче. Центр называется «Батыр». Батыр. Батыр, это Батыруш. Да. Батыр бывает один. И еще один очень интересный объект. Он исторический памятник Шамовской больницы была. Всестороннее развитие республики позволяет проводить у нас мероприятия мирового уровня. Большое событие, которое пройдет в нашей стране, это чемпионат мира по рабочим профессиям. На него ожидают почти 250 тысяч гостей из 67 стран. Соревнования пройдут по 56 компетенциям. 22 открытия. Без вас открывать не будем, сразу говорю, даже если это. Мы хотим, чтобы в рамках вот этого чемпионата принять декларацию, значит, о том, что вот эти рабочие специальности, в мире никто еще этого не делал. Вот, просили бы вас, значит, это поручение в рамках вот, до открытия провести мероприятие и принять эту декларацию. Потому что все страны нуждаются в пропагандировании и подготовке рабочих специалистов. Сейчас в республике работает 31 ресурсный центр. Есть центры, где конкурс до 6 человек на место. Самое главное, эти ресурсные центры, они завязаны на наших товаропроизводителей, и они тоже помогают оборудованием. У нас идут
весь процесс совместно с этим предприятием. В Казань в ближайшее время может приехать и президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган. Рустам Минниханов попросил Владимира Путина пригласить его на открытие отеля в здании бывшей Шаумской больницы. Оживить историческую постройку помог турецкий инвестор. Есть возможность у нас господина президента Турции пригласить. Вот хороший проект, значит, он уже ждет от вас приглашения. Так как... Завершая разговор, снова вернулись к теме чемпионата мира по рабочим профессиям. Рустам Минниханов поблагодарил за федеральную поддержку, а Владимир Путин сказал, что уверен, что все пройдет на высшем уровне, и пожелал удачи. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы вас. Очень хорошо подключилась Голикова, Росатом, крупные предприятия. Полное понимание, большое спасибо. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Иннополис. Год не виделись. Во время своего визита в Казань Владимир Путин встретился с Минтимером Шаймиевым. За что президент России поблагодарил госсоветника, расскажет Сергей Хайдаров. Крепко жмут руки и дружески обнимаются. Владимир Путин и Минтимер Шаймиев не виделись почти год. Тогда, в январе 18-го, президент, несмотря на плотный график, приехал к Минтимеру Шариповичу в больницу, чтобы лично пожелать скорейшего выздоровления. Кроме пожеланий, была и благодарность за создание Исламской академии. Люди учатся уже там. И будем, конечно, думать над тем, как расширять этот проект. Я посмотрел еще, вы знаете, я в Уфе был, и там тоже академия создается, на Кавказе есть, но этот центр, конечно, уникальный. Во время нынешней встречи в Иннополисе речь снова зашла об академии. Как оказалось, президент обсуждал с главой Киргизии возможность обучения в ней священнослужителей из этой республики. Глава государства еще раз поблагодарил Минтимера Шаймиева за возрождение острова Града Свияжск и древнего Болгара. То, что мы тогда договорились за 20 минут, по сути дела, в вашем кабинете должны были встречаться с министром и поздравлять с Новым годом. Ни одного слова не было. Как по-аритметике, когда говорили, вот счастье здесь, бюджетной поддержки, потому что мы сейчас работаем, конечно, благотворительность. Проект хороший. В конце встречи Минтимер Шаймиев выразил слова благодарности Владимиру Путину за всестороннюю поддержку и вручил 9-й том книги благотворителей, в котором и имя президента России. Сергей Хайдаров, ТНВ, Иннополис. Отметим, что это 20-й визит президента России в республику. Как отметил глава государства, цитата, «Мы собрались здесь, потому что здесь есть на что посмотреть, и республика демонстрирует хороший пример развития и решения проблем». И вот еще несколько основных цитат Владимира Путина во время визита в Казань, позиционирующих Татарстан. Я помню, приезжал сюда, когда мы начали заниматься расселением трущоб в Казани. И заходили в один из этих домов, землянка практически. Какая огромная работа проведена Казанью и Татарстаном за предыдущие годы. Это один из самых динамично развивающихся городов страны. Президент страны отметил и всестороннюю работу республики при развитии общественных пространств. В Казани сложилась хорошая практика привлечения людей на первичной стадии проекта. Люди чувствуют себя соучастниками этого процесса. Они по-другому начинают относиться к конечному результату, как к результату своей собственной работе. Это к чему ведет? К более бережному отношению, к использованию правильному и так далее. То есть это многосторонний эффект положительный получается. И отдельно Владимир Путин похвалил работу Рустама Минниханова и отметил высокие показатели развития республики. Рустам Нургалиевич, он крепкий руководитель. И в числе субъектов федерации с хорошими показателями развития Татарстан одно из первых мест занимает. И по итогам заседания Президиума Госсовета страны, которое прошло в Иннополисе, решено, что ставку по ипотеке нужно снижать. Президент России предложение принял, конкретизации за правительством. А ряду застройщиков, как советовал Рустам Минниханов, разрешат работать по старым правилам. И вот что по завершению встречи рассказали ее участники. Абсолютное большинство предложений, которые мы готовили, было нашим президентом поддержано, что очень приятно. Будут искаться способы для того, чтобы снизить ставку ипотечного кредитования, чтобы он стал более доступным для людей. Мы считаем, что это крайне позитивный формат, его необходимо развивать в дальнейшем. И важнейший вопрос, по которому сегодня принято решение, дополнительные полномочия регионам по возможности корректировки существующих норм обеспечения социальными объектами, транспортной инфраструктуры. До 15 апреля мы должны подготовить постановление, согласно которого определить критерии, по которым определенная
количество проектов будут достраиваться по старым правилам. Остальные должны уйти на проектное финансирование. И к другим темам дня. Татарстан на первом месте в стране по производству молока. Республика выпускает по 2 миллиона тонн ежегодно. Об этом сообщили сегодня в Минсельхозе Республики. В итоговой коллегии министерства принял участие и Рустам Минниханов. В прошлом году агроотрасль принесла 216 миллиардов рублей. Цель – перешагнуть и этот результат. Как и что поможет аграриям, Рамиль Шайдуллин. Комбайн без водителя. Все на дисплее, весь маршрут в электронной начинке. Данная система позволяет управлять машиной в автоматическом режиме. Механизатору требуется задать ширину захвата агрегата. Несколько таких беспилотников уже пару лет бороздят татарстанские поля. И эту инновацию и не только сегодня можно увидеть в выставочном центре «Казань-Экспо». Здесь открылась выставка агропромкомплекса. Аграрии, руководство республики, бизнес и инженеры обсуждают, куда двигаться дальше. Нам надо не только внутри Татарстана, не только в пределах России. Нам надо продавать продукцию, надо искать новые рынки. По итогам года Татарстан на первом месте в России по производству молока. Ежегодный объем 2 миллиона тонн. Вопросы к реализации. К сожалению, от нас пока никого нет в списке 10 молочных компаний, получивших уже аккредитацию в Китай. А вот это новое поколение автолавок, тех самых магазинов на колесах, которые ездят по всем уголкам республики. Теперь они на метании и все они внедорожники, поэтому смогут заехать в любую непогоду, в любое село. Вот 30 машин на этом году мы заказали. В новый сезон с новой техникой, посевной с подготовленными ресурсами. Рустам Минниханов заметил, что компании уже готовы федеральные и республиканские субсидии и поручил внимательно подойти к удобрениям. В посевной этого года на каждый гектар должно вноситься 70 килограммов вещества. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Привлекать инвесторов, обеспечить рост регионального продукта и работу на селе. Такие задачи сегодня прозвучали на совместной коллегии Минэкономики и Минпромторга. Как планирует расти экономика, Салават Мухаммадуллин. Рост нефтедобычи, объемов ее переработки, химии, нефтехимии и энергетики и 8% спад машиностроения покрыт запасом. Рост валового продукта 1,5%. Задача до 2024 года увеличить темп ВРП почти на 18%. И это не все. Успешная реализация заявленных направлений позволит обеспечить выполнение основного индикатора стратегии – роста объема ВРП к 2030 году до 5 триллионов рублей. Цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация и экспорт – это 3 национальных проекта, в рамках которых промышленность республики должна выйти на новый уровень. Задача в ближайшие 5 лет удвоить объем ни сырьевого, ни энергетического экспорта. Приоритетной задачей прирост производительности труда каждый год не меньше, чем на 5%. Также важной задачей увеличения нашими производителями доли онлайн-продаж в интернет-торговле. При этом, на самом деле, онлайн-продажи меняют привычный нам всем формат торговли. Задача от президента – уйти от разговоров и перейти к действию по цифровизации, обратить внимание на рабочие места на селе, повысить эффективность работы МФЦ, промплощадок и ТАССеров. Инвестиции – это будущее нашей экономики. Фарид, на всякий случай, да? Это ваша работа. Хотел бы покритиковать моих коллег. Мы вот получили 4 города статус ТАССер, но очень слабо работаем по привлечению резидентов. Критику получила и работа региональной лизинговой компании. Исправление ошибок должно повысить темпы роста экономики. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Новые предприниматели. Кто они, как хотят развиваться и какую поддержку ждут от государства. Проблемы бизнесмены обсудили сегодня с уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым за чашкой кофе. Самозанятые и те, кто строит свой бизнес на франчайзинге, подчеркнули, мы готовы работать, но нужна поддержка. Как уполномоченного по защите прав предпринимателей, я понимаю, что они мишень, чтобы не дать нашим этим оборотням поживиться и здесь, конечно, мы должны их защищать. Государство не может разочаровать молодое поколение предпринимателей. Сегодня день рождения Федора Шаляпина. Великому русскому артисту исполнилось бы 146 лет. В честь этого события в Казани прошли торжества. К памятнику певца возложили цветы, а в музее выставили новые экспонаты, подаренные внукам Федора Шаляпина. Всего 12 предметов личных вещей. Выставляются они впервые. Один из ценных экспонатов – меховое пальто, которое носил Федор Иванович. Казань – родина великого певца. С ней были связаны юность и яркие впечатления о городском театре. Шаляпин называл Казань прекраснейшим из всех городов мира.
Шаляпин обладал очень красивым почерком, которому можно действительно позавидовать. Я думаю, он был целеустремленным человеком. Он знал, чего он хочет, и он пытался этого добиться. Далее в выпуске прогноз погоды. Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Клуб по хоккею с мячом «Динамо Казань» разгромил аутсайдера чемпионата России на домашнем стадионе «Ракета». Матч против Кировской Родины завершился со счетом 6-3. Гости начали очень резво, и уже на второй минуте им удалось распечатать ворота Виктора Яшина. Но потом весь матч казанцы владели преимуществом и довели дело до победы. Следующую игру подопечные Ильяса Хандаева проведут в Сыктывкаре, где сразятся с местным строителем. Рафаэль Камалов завоевал золото международного турнира по тэквондо на Кубок президента Турции. Соревнования завершились вчера в Анталии. Рафаэль стал победителем весовой категории до 87 килограммов. В турнире приняли участие 32 спортсмена. Напомним, до этого челнинская спортсменка Анна Казарновская стала победительницей этого турнира в категории до 52 килограммов. В Казани стартуют зимние корпоративные игры. В мероприятии примут участие более 1000 спортсменов-любителей, сотрудников предприятий и компаний со всей России, а также представители ряда международных организаций. Основной площадкой проведения зимних игр станет курортный комплекс Виарские холмы, где в течение 3 дней будут проходить спортивные состязания по различным дисциплинам, деловые и развлекательные мероприятия. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Под влиянием теплого атмосферного фронта в Татарстане температура значительно повысится. О погоде после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана около 6 мороза, будет пасмурно и снежно. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге температуры стали выше – -3. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске выпадет снег от 3 до 5 градусов ниже нуля. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре-Балтаси всего 2 градуса со знаком минус, пасмурно и небольшой снег. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Дрожжаном дневные температуры -1, местами со снегом. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, без осадков не обойдется, от 2 до 6 мороза. ООО «СМУ номер 12» в честь Дня влюбленных дарит скидку до 100 тысяч рублей. Сделайте подарок своим любимым. Купите квартиру в ЖК «Приволжский». Записывайтесь на просмотр квартир по телефону 561 08 81. Дорогая, я подарю тебе звезду. А может, лучше квартиру? С нами возможно все. Только в честь праздника Дня влюбленных. Квартиры в ЖК «Приволжский» со скидкой до 100 тысяч рублей. 561 08 81. Хватит терпеть боль. Запишись в «Доктор Ост». Лечение позвоночника и суставов без боли и операций. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачи клиники отменили более 10 тысяч операций. О погоде в Казани. В Казани ожидается переменная облачность, временами возможен небольшой снег. Дневные температуры -1, -3. Ветер юго-западный порывистый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.